В настоящее время у нас существует как в России, так и в Казахстане проблема детей с колопроктологической патологией. Ее всегда было много. Во всей детской хирургии процент аноректальных больных, то есть заболевания прямой кишки, а именно нижних отделов толстой кишки, достаточно высока. То есть, в принципе, занимает это до 30%. Колопроктологических операций у данной группы больных это их одноэтапность. Не в 3 этапа, как выполнялось это здесь раньше. То есть мы не накладываем стомы, не закрываем стомы, мы эту операцию на промежности делаем сразу ребенку в один этап. Одной операцией, то есть избегая вот эти все сложности проведения операции, доступ через брюшную полость, еще там все эта операция выполняется снаружи, то есть считаем, что это наиболее правильно. По количеству больных достаточно большое. И иногда бывает это, что не совсем правильно прооперированные дети с данной патологией требуют проведения повторных операций. Достаточно большая группа больных, которая требует не только оперативного лечения, но также последующей реабилитации. Поэтому по приглашению фонда, по согласованию с администрацией областной детской больницы Актау, вот это мероприятие помог провести фонд BI Жолдузай. Благодаря этому фонду мы совместно с Академией постдипломного образования мы провели этот проект. В ходе этого проекта прооперировано 10 детей с тяжелой аноректальной патологией, проконсультировано и даны рекомендации как для реабилитации, так и для последующего оперативного лечения. Что мы даем в ходе проведения наших мастер-классов? Самое главное то, что мы стараемся углубить, обновить знания по данной патологии не только врачам детского хирургического отделения, но и также педиатрам, анестезиологам, реаниматологам, всему операционному блоку, потому как мы говорим, что технология проведения оперативного лечения не только сама операция, а весь комплекс оказания медицинской помощи, начиная с осмотра ребенка в приемном покое и заканчивая реабилитацией и дальнейшей социальной адаптацией ребенка. Поэтому в нашем мероприятии мы полностью охватываем вот эти все аспекты. Что касается даже, вот возьмем для примера оперативное лечение, мы рассматриваем не только на самом ходе проведения оперативного лечения, но что самое главное, указываем на особенности проведения, как правильно ребенка уложить, как правильно подготовить для операции средний медицинский персонал, что должна знать операционная сестра, что должны сделать анестезиологи для успешного проведения данного оперативного лечения, потому как в основном мы оперируем детей достаточно сложных, уже ранее оперированных, если даже ребенка мы берем первично оперированных, учитывая, как правило, эти дети с тяжелой сочетанной патологией, поэтому мы должны учитывать общее состояние ребенка, когда проводить операцию, в каких объемах эту операцию можно делать, в каких объемах эту операцию нельзя делать. Самое главное, мы постарались эти операции патофизиологически обосновать. Все эти операции, которые мы здесь делали, они раньше здесь их не выполняли. Поэтому будем стараться, будем работать над этим, чтобы это все здесь с нашим отъездом не остановилось и не прекратилось. Также мы обратили внимание по социальной адаптации не только детей, но и мам. То есть маму нужно, так же как и ребенка, нужно готовить не сколько к проведению оперативного лечения, а к правильной реабилитации после проведения оперативного лечения. Соответственно, мамам раздавались информационные материалы, с мамами говорили, что, как, когда, на каком этапе, что нужно делать. Плюс всех мам мы подключили к чату, тот, который связан с фондом BI Жолдузай. Соответственно, мамы заходят в Telegram BI Жолдузай, там находят наши вебинары, которые мы проводим именно для матерей. В настоящий момент мы приступили к переводу с русского на казахский, чтобы более доступно был для мамочек Казахстана, чтобы могли свободно это все, как говорится, смотреть, слушать. И вот это будет наше, как говорится, основным домашним заданием до следующего мастер-класса.